Вы у себя смотрите какие-то? Я надеюсь, что рядом будете, да. Так, вот верни их, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. У нас небольшая заминка с техническим, скажем так, сопровождением. Обычно очень надеемся, что исправимся к следующей нашей встрече, которая состоится с муниципальными методическими службами 29-го в понедельник и с руководителями республиканских методических объединений. Вот это, собственно, наше небольшое объявление до того, как будет поправлены наши здесь небольшие неурядицы. Мы сегодня с вами собрались, я рада приветствовать наши республиканские пилотные площадки. Мы собрались для того, чтобы поговорить об организации профильного обучения в условиях реализации среднего общего образования. Договорились мы встретиться с вами как с пилотными площадками основного общего образования, но знаю, что присутствуют и утвержденные пилотные площадки по введению стандарта старшей школы. Поскольку со многими площадками из 26 республиканских мы встречались в этом году, обсуждая вопрос, останется ли школа в пилотном режиме на следующий учебный год. Вот сейчас к пониманию. Дело в том, что в этом году у нас заканчивают обучение 8 классы. В 9 классе все учащиеся, обучаемые. Не слышно, да? Здесь. Верни мне. Доброе утро. Ой, добрый день, извините. И я прошу отписаться, хорошо ли слышно, коллеги? Знаю, что все на связи. Задержка. Часы есть? Сколько времени сейчас? 46. Задержка секунд 30-40. Секунду. Я просто боюсь, не получилось бы так, что мы сейчас начинаем общаться, а на той стороне у нас люди отошли, потому что ориентировались на 3 часа. Итак, коллеги. Когда пришел? Угу. Может, чьи зашло пока. Угу. Угу. Усинск, Сосногорск. Вы на связи? Совершенно хорошо. Слышно. Попробуйте слайд включить вперед. Сейчас попадает. Хорошо. Хорошо. Это ниже, это было вот сколько начала. Ну что, слышно хорошо? Давайте. Ага, вы на связи, все замечательно. Воркута, слышите ли вы нас? Мы увеличили звук. Или нужно еще громче? Я могу повысить громкость голоса. Коллеги сказали, что слышно хорошо.
Я прошу отписаться Воркуту. Предполагаем, что задержка идет небольшая по сигналу, поэтому надеюсь, что Воркута отпишется, что и со звуком будет все в порядке. Продолжим работу, чтобы не задерживать ни вас, поскольку у вас рабочее время идет, ни себя. Да? Давайте все-таки сорганизуемся. Итак, организация профильного обучения в условиях реализации в ГОС среднего общего образования. Еще раз напоминаю, в этом году у нас заканчивают учиться 8 классы. Почему встал вопрос о закрытии некоторых площадок? Дело в том, что обязательно требование стандарта основного общего образования предполагает защиту проектных работ каждым учащимся 9 класса, то есть выпускника в ГОС обучавшихся в ГОС требованиям ГОС основного общего образования. В связи с этим столкнулись мы с ситуацией при поездке и инспектировании или проверке, можно так назвать, наших пилотных площадок, столкнулись с ситуацией, что не все школы организовали реализацию или формирование проектной деятельности, умений проектной деятельности с учащимися пилотных классов. Предполагаем, что если эта работа будет начата только в следующем году, поскольку этот учебный год движется к завершению, мы не успеем подготовить учащихся к 9 классу к завершению, к защите индивидуального проекта как формы, некой формы экзаменационной, то есть формы отчетной, регламентированной на уровне образовательной организации нормативными локальными актами, как формы, которая дает нам еще одну оценку в аттестат, оценку защиты индивидуального проекта. Я не сказала отметку, сказала именно оценку, потому что она может осуществляться в разной системе, в зависимости от того, как задаст эта школа, сама образовательная организация. Либо в форме отметки 5, 4, 3, предполагаем, что на 2 у нас никто индивидуальный проект не защитит, но если такие случаи будут, и вы ввели при введении именно отметочной системы оценки индивидуального проекта, следовательно, эта оценка не должна выставляться в аттестат, и наличие, или вернее отсутствие оценки и этой строчки на 2-й страничке вкладыша аттестата, мы предполагаем, что должно дать информацию как раз пользователю этого аттестата, либо учебному заведению, в котором он будет сдаваться, что ребенок либо не освоил этот вид деятельности, либо не был включен в пилотный режим введения стандарта общего образования. В штатном режиме стандарт у нас на следующий год будут осваивать учащиеся 7 класса, и вот именно с этими классами мы уже будем, скажем так, сопровождать в штатном режиме организацию проектной деятельности и оценку проектной деятельности учащихся, в том числе достижения личностных результатов, метапредметных результатов. Но вот, по крайней мере, если у нас ничего ахового не случится на уровне государства с введением государственных образовательных стандартов, если они не будут существенно изменены в этой части, мы предполагаем разработку методических рекомендаций, организацию методических семинаров именно с этой тематикой. Есть хороший опыт практически в каждом муниципальном образовании, есть школа с хорошим опытом организации и реализации проектной деятельности учащихся и на уровне индивидуальных проектов, на уровне социальных, групповых, других видов проектов, творческих, познавательных, информационных. Этот опыт есть практически в каждой пилотной школе, но я еще раз говорю, отдельные учащиеся, когда включаются у нас в конкурсы, конференции, олимпиады, в публикации своих материалов и так далее, это один формат работы, но когда каждый учащийся 9 класса в марте-апреле ориентировочно должен выйти на защиту с индивидуальным проектом, вы понимаете, что это некий другой формат и организации, и регламентации, то есть содержание локальных актов, организации этого вида деятельности педагогического коллектива.
В связи с этим у нас к некоторым образовательным организациям, пилотным площадкам было предложение о написании заявления на имя министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми, заместителя председателя правительства Республики Коми Натальи Алексеевны Михальченковой о закрытии пилотной площадки на базе республиканской пилотной площадки, открытой на базе образовательной организации в таком-то году. В связи и с обоснованием, в качестве обоснования этого решения образовательной организации мы рекомендуем прописать не отсутствие, как бы не очень хорошо это звучало, не очень правильно, может быть, это звучит, да, отсутствие определенных моментов по реализации стандарта, необходимых для его реализации, это как раз о чем мы говорили, об организации проектной деятельности, а обосновать необходимостью более качественной подготовки учащихся 9 класса к сдаче государственной итоговой аттестации. Вот, коллеги, если есть школы, которые вот сейчас понимают, о чем я говорю, слышат, скажем так, эту информацию, потому что мы обсуждали, мы можем договориться о том, что мы подготовим некую такую форму письма, чтобы вы ее вот как бы использовали. Нужна ли такая форма заявления на имя министра, или вы самостоятельно справитесь с такой работой? Вот я прошу или связаться с нами попозже в этой части, или отписаться в чате. Угу. Сегодня, несмотря на, скажем так, вот, может быть, некий такой печальный формат начала работы, да, о закрытии части республиканских пилотных площадок, тем не менее, сегодня мы разговариваем о продолжении введения стандарта основного общего образования, который должен вылиться в стандарт, в реализацию стандарта старшей школы. Буквально через 2 года. Остается у нас на подготовку этих условий, и мы понимаем специфику стандарта старшей школы, нового государственного образовательного стандарта старшей школы, он практически весь профильный. Вот сегодня поподробнее мы остановимся на разработке учебного плана для введения стандарта старшей школы. Почему на этом останавливаюсь? Именно с пилотами, не ставшими пилотными площадками, не ставшими по введению, не включенными в состав пилотных площадок по введению стандарта старшей школы, чтобы вы все понимали, если вы остаетесь в этом пилотном режиме, то у вас практически год на подготовку, на организацию предпрофильной подготовки, на уточнение, конкретизацию профориентационной работы. Собственно, это вопросы как раз наши для обсуждения, для того, чтобы мы безболезненно смогли перейти на стандарт старшей школы. Ну, я думаю, не открою большого секрета, потому что говорилось об этом уже и на российском уровне, на совещаниях, семинарах. Говорили мы об этом и на конференциях по введению стандарта старшей школы, на семинаре, который проходил в прошлом году в Усинске, когда Усинск отчитывался введением стандартов, новых государственных образовательных стандартов в образовательных организациях муниципального образования. Говорим о том, что стандарт старшей школы, скорее всего, будет вводиться достаточно быстро. То есть может не получиться, скажем так, вот этого поэтапного перехода, постепенного, вернее, перехода к введению стандарта старшей школы. Скорее всего, не будет ждать система управления, хотя я предполагаю, что не будет в приказном порядке это сделано, но у нас, как все обычно, на добровольно-принудительной основе, поскольку единый государственный экзамен уже практически переведен на новое содержание, то есть ГОСовское, и в связи с этим встает необходимость перевода всей старшей школы на реализацию требований в ГОС основного общего образования. Этому же способствуют письма и рекомендации, приказы, постановления правительства, в том числе Республики Коми, о переводе школ на профильное обучение. Вот все решения и совещательные формы работы говорят о том, что стандарт старшей школы не за горами, и в ближайшие 2-3 года, а не 4-5, мы будем на него переходить практически всей страной, но вот республика это, скорее всего, всей республикой точно.
Итак, мы более подробно сейчас остановимся на разработке, на специфике разработки учебного плана для старшей школы в переходный, вот в этот вот переходный период, потому что связан он для пилотных школ по введению стандарта старшей школы с непосредственным переходом. Мы нынешние 9 классы набираем уже в профильные, поэтому эти школы и были отобраны с учетом того, есть у них профильное обучение или с учетом того, что у них есть профильное обучение. Остальные школы, которые не имеют профильного обучения сегодня, не имеют опыта или не имеют сегодняшней современной практики ведения профильного обучения, в старшей школе реализуют так называемое, согласно базисному учебному плану старшей школы, непрофильное универсальное обучение, но в стандарте старшей школы данное направление названо универсальным профилем. То есть мы понимаем, что так или иначе мы все равно будем говорить именно о профильном обучении. Будет ли оно тематическое, например, технологическое, гуманитарное, социальное, будет ли оно универсальным, но оно все равно будет профильным. Итак, в чем же отличие разработки учебного плана для старшей школы при реализации сегодняшней основной образовательной программы, разработанной в соответствии требований федерального компонента государственного стандарта и в условиях реализации в ГОС? Обратите внимание, презентацию, я надеюсь, видно, я постаралась сделать ее крупным шрифтом, надеюсь, видно хорошо. В первом случае сегодняшние наши учебные планы, в которых реализуется федеральный компонент, разработаны на основе федерального базисного учебного плана. Обратите внимание, изменялся федеральный базисный учебный план последний раз 30 августа 2010 года. Почему обращаю на это внимание, особенно вас, руководителей? При проверке рабочих программ, учебных предметов, которые сдаются в качестве результата прохождения нашими учителями курсов повышения квалификации на дистанционной основе, столкнулась с ситуацией, что многие учителя до сих пор делают ссылку на федеральный базисный учебный план 2004 года без учета этих изменений. То есть мы-то разрабатываем программу по федеральному государственному образовательному стандарту, но если, например, для старшей школы он еще не введен, учителя имеют право сдать на проверку рабочую программу учебного предмета, разработанную в соответствии с федеральными компонентами. Следовательно, все нормативные локальные акты, на которые мы ссылаемся в данном документе в пояснительной записке, должны иметь четкое обозначение документов, которые их изменяли. И в этом случае и учитель, мы понимаем, что учитель знаком с последними изменениями этих нормативных документов, ориентируется на них, и понимаем, что данная работа проведена, соответственно, в образовательной организации. Если эти, вот у меня на слайде сейчас это выделено красным цветом, если данные сроки, скажем так, или номера приказов не уточнены, возможно, то есть мы можем для себя сделать такой некий вывод, возможно, учитель не в курсе тех изменений, которые происходят в нормативных правовых актах, которые регламентируют его деятельность. Это в первую очередь касается, конечно, федерального компонента государственного стандарта, федерального базисного учебного плана и федеральных государственных образовательных стандартов. Итак, еще раз обращаю ваше внимание, что федеральный базисный учебный план 2004 года менялся последний раз 30 августа 2010 года. Был введены в это время, вы понимаете, с чем связаны были эти изменения, был введен 3-й час преподавания учебного предмета физическая культура. Кроме этого, был введен предмет основы безопасности жизнедеятельности на старшей ступени обучения, и в связи с этим была изменена общая нагрузка на реализацию федерального компонента, общая учебная нагрузка учащихся на освоение федерального компонента базисного учебного плана. Следовательно, объем часов, который закладывается образовательной организацией в свой учебный план, должны учитывать именно эти цифры, поскольку мы обязаны выполнить, еще раз повторяю, в тех классах, которые сегодня учатся в соответствии с федеральным компонентом, выполнить обязательно требования федерального базисного учебного плана в той части, в которой изменять мы его не имеем права. Итак, основой учебного плана в первом случае является федеральный базисный учебный
план, разработанный для образовательных организаций Российской Федерации. Во втором случае, то есть сегодняшние учебные планы, разработанные для пилотными школами для основного общего образования и в последующем, которые будут разрабатываться для старшей школы, разрабатывается в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. Категорически запрещается, это естественно, но я очень хочу, чтобы вы это услышали, для себя отметили, категорически запрещается ссылка в документах, которые разработаны в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, на те документы, которые не регламентируют эти процессы, то есть на федеральный базисный учебный план и на другие документы, например, на примерный учебный план, примерные учебные планы, которые были разработаны в Республике Коми для уточнения в нем национально-регионального компонента, то есть изучения коми языка как родного и неродного, и к нему коми литературы и литературы Республики Коми. В 2005 году этот приказ был утвержден Министерством образования Высшей школы Республики Коми. Для относительно старшей школы, обратите внимание, базисный учебный план для старшей школы в Республике Коми не менялся. Он утвержден именно тот, который был в федеральном компоненте. Но в этом же приказе приведен примерный учебный план среднего общего образования с изучением коми языка как родного и неродного, в котором уточнена позиция относительно изучения коми литературы при непрофильном обучении. Нигде далее, ни в разъяснении, ни в пояснительной записке, ни в самом приказе, утверждающем этот учебный план, не сказано, в каком случае мы изучаем этот предмет. Изучается ли он как отдельный учебный предмет или как часть литературы Республики Коми, но предполагаю из практики очевидно, что продолжает изучаться коми-литература, та, которая осваивалась детьми, изучавшими коми-язык как родной на уровне основного общего образования. Таким образом, в этом плане я могу сделать вывод о том, что если на уровне основного общего образования, мы сейчас говорим про ваши ГОСовские классы, дети не изучали коми-язык как родной, то есть, но они обязаны были изучать коми-язык как неродной, то есть по программе коми-язык государственный, один в объеме 1 час в неделю или 2 часа в неделю. Для разных муниципальных образований у нас разработаны программы и учебники на оба объема. Этот вопрос мы обсуждали в том числе с сотрудниками министерства, на конференциях, на семинарах и так далее. Исполняем в этой части мы наши два закона. Закон о государственных языках и закон об образовании Республики Коми. Так вот, если ГОСовские дети, учащиеся 8 класса, нынешние выпускники, нынешние восьмиклассники, не изучали коми-язык как родной, следовательно, можем предположить, что в старшей школе они не будут изучать коми-литературу в объеме 4 часа за 2 года обучения. Я еще раз повторяю, что у меня сложилось, по крайней мере, вот по прочтению данного документа, примерного учебного плана, базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных организаций, приказа 2005 года. Этот документ есть на сайте нашего Министерства образования Республики Коми. Можно будет еще раз вернуться к нему, поскольку этот документ мы продолжаем реализовывать на старшей ступени, еще какое-то время будем реализовывать, вот уточнить эту позицию. В большинстве школ не видела этот предмет коми-литература в этом объеме, поэтому делаю вывод. Значит, мы его не изучаем. Меня здесь что смутило, почему я так долго на этом останавливаюсь? При непрофильном обучении. Большинство школ Республики Коми ведут непрофильное обучение, и если буквально прочитать эту табличку и буквально прочитать пояснение к ней, получается, что в каждой школе Республики Коми, где на старшей ступени не осуществляется профильное обучение, обязательно должна изучаться коми-литература в объеме 4 часа за 2 года обучения, то есть по 2 часа ежегодно в 10-11 классе. Вот есть такой определенный нюанс, обратите на это внимание.
Если мы говорим про разработку учебного плана в соответствии с требованиями в ГОС, то в данном случае мы учитываем рекомендации примерной основной образовательной программы среднего общего образования. В ней размещены, в третьем разделе организационном размещены примерные учебные планы, которые предполагают в соответствии с требованиями стандарта, предполагают реализацию следующих профилей обучения. Естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. Четко в стандарте задана вот эта вот позиция пяти профилей. Естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. В отличие от федерального компонента, в котором, во-первых, вообще не были перечислены, в самом федеральном компоненте не были перечислены возможные профили обучения, а в пояснительной записке к федеральному базисному учебному плану были перечислены эти же профили обучения и с продолжением, вот за исключением универсального, мы это уже оговорили, что оно не профильное было в федеральном компоненте, и другие, и приложенные, если мне не изменяет память, 12 или 13 примерных учебных планов для профилей, для возможных профилей обучения. Я буквально зачитаю, потому что у меня дальше в презентации этой выдержки нету. Зачитаю выдержку из пояснительной записки к федеральному базисному учебному плану, в которой говорится о том, что выбор, представленные варианты учебных планов отдельных профилей являются примерными и имеют рекомендательный характер. Следует их рассматривать как иллюстрацию возможного использования предложенного механизма формирования конкретного учебного плана и демонстрацию принципа его построения из учебных предметов трех типов: базовых, профильных и элективных. Вот. Поэтому на основании этого мы можем сказать, что федеральный компонент, как и федеральный базисный учебный план, не утверждали и четко не регламентировали нам перечень профилей обучения. Кроме этого, в соответствии с требованиями реализуемого тогда, в 2004 по 2012 год закона об образовании, образовательная организация, опять же, самостоятельно разрабатывала учебный план и в соответствии с требованиями федерального базисного учебного плана составляла свой. И подход в этой части для старшей ступени предполагал достаточно большие возможности организации одного или нескольких профилей, разных профилей, выбор и сочетание различных сочетаний базовых профильных учебных предметов. И на этом, с учетом, конечно, учебного времени, установленного санпинами, и, конечно, в этой части каждое образовательное учреждение, а в принципе и каждый учащийся мог составить собственный учебный план по любому профилю обучения, не обязательно заданному в примерных учебных планах. Вот эта вот разница, которая задается в стандарте, в новых государственных образовательных стандартах, утверждены 5 профилей, возможность реализовывать или обозначать другим понятием профильную направленность учебного плана практически ограничивается. То есть вопрос встает у тех школ, которые сегодня реализуют оборонно-спортивные профили. Это мы знаем наши кадетские школы, где реализуются кадетские классы организуют, продолжают обучаться на старшей ступени образования. Вот. Еще раз повторю, такого профиля сейчас нету. Войдет ли он в социально-гуманитарный профиль, войдет ли он в перечень, в социально-экономический или как часть
Будет ли реализовываться как часть технологического, достаточно сложно сказать, поскольку сам предмет в новой ситуации, предмет основы безопасности жизнедеятельности не представлен в новом государственном образовательном стандарте на углубленном уровне. И это еще одно отличие, достаточно существенное отличие между этими государственным образовательным стандартом, федеральным компонентом и государственным стандартом. В федеральном компоненте все предметы, практически все предметы были представлены на базовом и углубленном уровне. А в условиях реализации государственного образовательного стандарта у нас часть предметов реализуется только на базовом уровне, в том числе предмет основы безопасности жизнедеятельности, который составлял основу бывшего так называемого реализованного оборонно-спортивного профиля. Что еще не изучается на углубленном уровне в новом государственном образовательном стандарте? Это предмет естествознание, изучается только на базовом уровне, предмет физическая культура и предмет экология. Вот, по сути дела, 4 предмета, но я ничего не буду говорить о предмете естествознания, несмотря на то, что он выделен как в качестве обязательного на федеральном компоненте. В условиях реализации в ГУС он, поскольку является интегрированным, вводится вместо предметов в гуманитарный профиль, может вводиться в гуманитарный профиль вместо предметов предметной области естественной науки. Ну, об этом немножко чуть впереди. Итак, все-таки самой проблемной зоной может быть не столько выбор предметов, потому что он перечислен и в федеральном базовом учебном плане, и в федеральном государственном образовательном стандарте. Хорошо даны достаточно подробные рекомендации и алгоритм составления учебного плана и в пояснительной записке к федеральному базовому учебному плану, и практически тот же самый алгоритм, мы буквально посрочно его проверили, тот же самый алгоритм повторен в примерной основной образовательной программе. Нужна ли будет необходимость, вот по этому алгоритму составления учебного плана мы, конечно, пройдем. Общий объем. При разработке, вот при проверке сейчас учебных планов, с кем успели посмотреть с новыми пилотными площадками старшей школы, столкнулись с ситуацией нормирования объема часов общего для уровня среднего общего образования. Обратите внимание, какая здесь у нас получается большая разница. Общий объем учебного плана в федеральном базовом учебном плане определен в 2520 часов. В государственном образовательном стандарте это при 6-дневной учебной неделе. Я привожу только эти цифры, поскольку не столкнулась с ситуацией, что в какой-то, не помню, по крайней мере, не сталкивалась с 5-дневной учебной неделей на уровне старшей школы в наших пилотных площадках. Знаю, что все 10-11 классы в пилотных школах учатся по 6-дневке в условиях 6-дневной учебной недели. В условиях государственного образовательного стандарта знакомые вам хорошо цифры, еще раз привожу, не менее 2170 часов и не более 2590 часов. И обратите внимание, вот это обе цифры относятся как к 5-дневной, так и к 6-дневной учебной неделе. То есть не сказано, что 2170 часов в государственном образовательном стандарте это не определено, следовательно, не может быть нормировано, и не нормировано это Санпином, либо другими какими-то документами, что то есть такое жесткое ограничение, при 5-дневной учебной неделе мы можем рассчитывать на 2170 часов. Объем учебного плана для реализации государственного образовательного стандарта старшей школы. Еще раз говорю, эти обе цифры относятся к 6-дневной учебной неделе, могут относиться к 5-дневной учебной неделе. Понятно, что большая цифра не может относиться, то есть 2590 часов мы не можем реализовать в условиях 5-дневной учебной недели. Но, повторюсь, эта ситуация для вас, как пилотных школ, не актуальна, поэтому на этом вопрос закрываю. Но вот 2170 часов могут быть реализованы при 6-дневной учебной неделе за 2 года обучения.
Соотношение часов учебного плана. В федеральном компоненте, в федеральном базисном учебном плане сказано соотношение инвариантная часть, то есть сам, собственно, федеральный компонент реализуется не менее 75%. Наш любимый национально-региональный компонент должен составлять не менее 10%, школьный компонент не менее 10%. Вам хорошо это соотношение знакомо, и мы помним прекрасно, что это соотношение касается часов учебного плана. Заявлено, потому что это требование в федеральном базисном учебном плане, и соотношение, вот буквально привожу выдержку, касается именно часов учебного плана. В новых условиях, в условиях реализации государственного образовательного стандарта заявлено другое соотношение на уровне старшей школы. Это 60% обязательная часть, называется по-другому, не инвариантная, обязательная часть, но по сути дела обозначает одно и то же, эти понятия, и 40% составляет часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обратите внимание, что только в стандарте старшей школы уточнена вот эта вот позиция, что это соотношение представлено от общего объема образовательной программы среднего общего образования. Вот этой вот формулировки от общего объема образовательной программы нету ни в стандарте начального общего образования, ни в стандарте основного общего образования. И два документа, два приказа 2014-2015 года, которые меняли стандарты, эту позицию не уточнили. Но вместе с выходом вот в 2012 году стандарта старшей школы, нового государственного образовательного стандарта, мы предполагаем, что это же соотношение 80-20 в начальном общем образовании, 70-30 на уровне основного общего образования, точно так же, как и в старшей школе 60-40, относится к общему объему образовательной программы. Почему я на этом останавливаюсь? Опять же, столкнулись с ситуацией. Некоторые школы обращаются с консультацией, обращаются с проблемой, как в учебном плане, разработанного в соответствии с требованиями гососновного общего образования или начального общего образования, отразить это соотношение. Вот обращаю внимание на стандарт старшей школы. Это соотношение не касается учебного плана, оно касается общего объема образовательной программы. А общий объем складывается, как мы понимаем, опять же, из требований стандарта. Если вся программа реализуется в двух формах, урочной и внеурочной, следовательно, общий объем программы составляет общая сумма часов урочной и внеурочной деятельности учащегося. Следовательно, вот на уровне старшей школы, на уровне среднего общего образования этот объем составляет, несложно посчитать, 3290 часов, и из них 40%, часть формируемых участников образовательных отношений, составляет 1316 часов. Опять же, простой математический расчет, и мы понимаем, что если из 1316 часов, это максимально, потому что взято 2590 учебного плана, объем учебного плана, отнять 700 часов, мы получим 616 часов, которые должны быть за 2 года реализованы в учебном плане как часть, формируемая участниками образовательных отношений. Это далеко не 40%, мы понимаем, что это намного меньше, чем 40%, но я еще раз повторяю, это соотношение не нужно требовать, сейчас я обращаюсь к представителям муниципальных органов управления образованием, не нужно требовать, не имеем мы права требовать обязательного отражения в этой части, в учебном плане этого соотношения, поскольку в самих стандартах заявлено, что это соотношение касается всего общего объема образовательной программы. Реализуем мы его практически большую часть этих часов, вы видите, 700 часов, например, на этом уровне образования, реализуем мы, организуя внеурочную деятельность ребенка по социальному запросу родителей, по желанию самого ребенка. Кроме этого, не забываем, и это моя позиция, что участниками образовательных отношений самыми главными в школе все-таки являются педагоги, сам педагогический коллектив, который предлагает для выбора той или иной формы либо курса внеурочной деятельности родителям и учащимся тот перечень предметов, элективных курсов, форм, которые организуют либо традиционно, либо хочет вводить. Поэтому предлагали, рекомендовали, настоятельно рекомендовали из всех анкет, которые мы запускаем для сбора этого социального запроса, убрать так называемую строчку «другое». На
на что мы ссылаемся? В данном случае мы ссылаемся на закон об образовании в статье, регламентирующий права участников, родителей, как представителей, родителей законных представителей учащихся, в которой сказано, что они имеют право делать выбор из вот этой вот части, формируя часть образовательных отношений, делать выбор из перечня представленного образовательной организацией. То есть не сказано, что родители могут регламентировать или рекомендовать, или каким-то образом заказывать образовательной организации какие-то другие формы, либо курсы, либо предметы, которые в ней не реализуются. Вот эта позиция в качестве ни права, ни обязанности в законе об образовании не зафиксирована. Давайте поэтому адекватно смотреть на эту ситуацию. Участником образовательных отношений в первую очередь является педагогический коллектив, потом родители и учащиеся, поэтому запускает этот перечень, из которой потом формируется эта часть, в первую очередь педагогический коллектив. Родители и учащиеся выбирают из этого перечня. Вот если мы говорим про старшую школу, естественно, будут выбирать предметы, осваиваемые на профильном либо на базовом уровне. Если мы будем про предпрофильную, когда мы будем говорить про предпрофильную подготовку, это касается элективных курсов, и это будет касаться других каких-либо форм внеурочной деятельности, которые также осуществляются в соответствии с требованиями стандарта. Если говорить, вот уже немножко говорила о перечне образовательных предметов, обратите внимание, как отличаются, и вот именно в переходный период нам нужно здесь договориться, особенно с пилотными школами, которые будут реализовывать стандарт старшей школы вот сейчас в опережающем темпе. Обратите внимание на разницу в перечне обязательных предметов, изучаемых на уровне старшей школы. В соответствии с требованием федерального компонента и федерального базисного учебного плана, которые определяют перечень учебных предметов, из которых обязательные, базовые – это русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физкультура, обществознание и естествознание. Федеральный государственный образовательный стандарт, и здесь очень важно в документах, которые вы готовите, в том числе основные образовательные программы, учебные планы, пояснительные записки, ваши локальные акты, четко следовать этому другому понятийному аппарату. Новые государственные образовательные стандарты определяют перечень обязательных предметных областей. Вот эта позиция в стандарте старшей школы зафиксирована четче, чем в стандарте основного общего образования. В нем мы помним, да, проблему, с которой мы столкнулись с предметом второй иностранный язык, потому что сказано обязательные предметные области и учебные предметы. Относится ли понятие обязательные только к предметным областям, либо относится к предметным областям и учебным предметам, из этой формулировки не совсем очевидно. В данном случае в стандарте старшей школы четко заявлено, потому что эта система потом продолжает реализовываться. Перечислены обязательные предметные области, которые обязательно, каждая из них должна быть представлена в учебном плане, а также утвержден перечень обязательных учебных предметов. И вы видите разницу в их составе. Обществознание и естествознание не являются обязательными в условиях реализации стандарта старшей школы. Вместо них в качестве обязательного введен предмет основы безопасности жизнедеятельности, изучаемый в 10-11 классе. Остальные базовые предметы по федеральному компоненту изучаются по выбору. Эта позиция озвучена в пояснительной записке к федеральному базисному учебному плану. Но вместе со всеми профильными предметами, вместе с профильными предметами и с предметами обязательными, они должны составить полный состав федерального компонента базисного учебного плана. То есть не реализовывать какой-либо учебный предмет, представленный в базисном учебном плане, разработанном на основе федерального компонента, мы не имеем права. Они утверждены в качестве
все утверждены для реализации федерального компонента, следовательно, все должны быть представлены. Но есть обязательные, есть по выбору, и этот выбор, мы понимаем, касается в первую очередь, то есть осваивать базовые предметы или не осваивать, вопрос стоит не так, вопрос стоит, осваивать ли предмет на базовом уровне или на профильном. Ну, опять же, я надеюсь, что вы с этой позицией разобрались. Если вы профильная школа, то вы в этом разобрались. Больше это касается информации, конечно, тех школ, которые не имеют практики преподавания профильного обучения, но вынуждены будут в этих условиях, как пилотная площадка ведения основного общего образования, переходить на профильное обучение в условиях уже теперь реализации в ВУЗ. Учебный план, разработанный, который мы разрабатываем под федеральный государственный образовательный стандарт, содержит, обратите внимание, должен содержать 10-11 учебных предметов. Вот четко даю выдержку прямо из государственного образовательного стандарта. Должен содержать 10-11 учебных предметов. То есть может быть 10, может быть 11, не меньше, не больше. Не сказана эта позиция. То есть либо 10, либо 11. А обратите внимание, их всего 21, но я посчитала вот все максимальные предметы, которые перечислены как возможно реализуемые, в том числе предмет «Россия в мире», который может реализовываться вместо истории, или предмет, например, естествознания, который может реализовываться вместо физики, биологии, географии, химии. Тем не менее, из этих 10-11 предметов, то есть по сути дела мы говорим, ну, 50%, да, то есть представлено учебных планов, 50% обязательно должно быть представлено в учебном плане из тех, которые утверждены в федеральном государственном образовательном стандарте. Вот эта вот возможность выбора сегодняшние школы ставит в не очень ловкое положение. Мы не делали этого. Мы никогда не реализовывали на старшей ступени, не было такой практики, чтобы учитель какого-то предмета не работал в старшей школе, не потому что ему нагрузки не хватило, а потому что его предмет не включен в учебный план. Вот это вот действительно странная практика для советской школы, для русской школы нашей Российской Федерации, да, школы за последние годы мы с такой ситуацией не сталкивались, но она включена в федеральный государственный образовательный стандарт. И причем, обратите внимание, не как возможность, а как долженствование, то есть как обязанность включать, вот именно, делать именно так, а не иначе. Вот это вот сослагательного наклонения в стандарте в этой части не предполагается. Учебный план должен содержать 10-11 учебных предметов, но не менее одного из каждой предметной области, в том числе обязательные. Вот если посмотреть, обязательных у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 предметов обязательные. Из них часть предметов русский, литература, иностранная математика, история, кроме физкультуры ОБЖ, могут изучаться на углубленном уровне. То есть если эти предметы могут изучаться, это вот последняя позиция, не менее 3-4 профильных предметов, если они изучаются на профильном уровне, следовательно, они обязательно должны изучаться, они изучаются, но, например, на профильном уровне, следовательно, вместо них мы вводим какие-то другие учебные предметы на базовом уровне. Итак, всего должно быть 10-11 учебных предметов, но не менее одного из каждой предметной области. Но мы понимаем, что русский язык, литература составляет у нас одну предметную область, поэтому данная предметная область, она будет представлена полностью. В предметную область иностранный язык в качестве обязательного вводится еще и второй иностранный, не обязательного, а если, ну, для профильного обучения, да, вводится второй иностранный язык, то есть данная область представлена. Предмет история входит в предметную область история обществознания, и математика составляет предметную область вместе с предметом информатика и ИКТ. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 предметных областей представлено, и у нас остается, собственно, из 10-11 учебных предметов, остается еще 4 предмета и либо одна, то есть вот, ну, практически, да, 4 предмета, 4 предметные области. С какой сложностью можно здесь столкнуться вот при этих расчетах? Если предмет, если, например, мы организуем гуманитарный профиль, здесь все в порядке, потому что гуманитарный профиль у нас практически представлен обязательными учебными предметами: русский, литература, история, иностранный язык. Если же вводится, или социально-гуманитарный профиль, если же вводится предмет, профиль, например,
социально-экономический, то мы понимаем, что для этого профиля в данной области, в данном перечне обязательных предметов представлена только математика. И необходимо еще добавить к этой математике для вот реализации последнего требования должен содержать не менее 3-4 профильных предметов, любой профиль, кроме универсального. Необходимо, соответственно, согласно примерным учебным планам, приложенным, да, добавлять обществознание, экономику и право. То есть вот эти 4 предмета, математика, обществознание, экономика и право, составляют социально-экономический профиль, могут составить социально-экономический профиль. Опять же, позиция примерной основной образовательной программы, как и требования стандарта, федерального государственного образовательного стандарта, вслед за требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта. Примерные планы предложены, носят рекомендательный характер. Это говорит о том, что не обязательно следовать именно такому распределению часов, именно такому отбору учебных предметов. Но вот здесь именно с точки зрения содержания и необходимости подготовки по данному профилю, и в первую очередь мы понимаем, что эта подготовка учащимся касается в первую очередь единого государственного экзамена, который вот на этом этапе развития системы образования больше всего касается именно поступления в высшие учебные заведения. Пока у нас единый государственный экзамен связан с вступительным экзаменом в высшее учебное заведение, мы будем, следовательно, ориентироваться на тот перечень учебных предметов, который является обязательным при поступлении в вуз. То есть мы медленно переходим здесь и будем касаться вопросов предпрофильной подготовки и качество профориентационной работы. По сути дела, говорим о том, что к концу 9 класса учащиеся, все наши учащиеся должны четко определиться, если они идут в 10 класс, зачем они идут, то есть какие предметы они будут изучать на профильном уровне из того перечня предметов, которые, во-первых, вы предлагаете, а во-вторых, из того перечня предметов, которые необходимы для поступления в какое именно высшее учебное заведение. Если ребенок не сориентирован на поступление в высшее учебное заведение, либо в качестве запасного варианта имеет среднее профессиональное образование, следовательно, вот эта вот участь несколько облегчается здесь при выборе профильного предмета, и в этом случае можно тогда сориентироваться на реализацию универсального профиля. Пока на уровне, вот с кем встречались, всем объясняла, на курсах даю эту информацию, которая была озвучена в позапрошлом году на совещании по ВГОС, которое проходило в городе Перми, на котором мы присутствовали. Информация касается изменений поступления в высшее учебное заведение в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов как общего образования, так и высшего профессионального образования. Будет четко привязано профильное обучение в системе общего образования к системе высшего образования. То есть вот эта вот логика: ребенок учил предмет на профильном уровне, ребенок сдал экзамен на профильном уровне, единый государственный экзамен именно на профильном уровне. Это не касается только математики, то есть математика как первый шаг. И только в этих условиях ребенок сможет поступить и сдать документы на высшее учебное заведение. В противном случае у него, мы понимаем, да, дальше варианты – это получение среднего профессионального образования и только потом с этой подготовкой получение высшего образования. Это задавали мы вопрос, сможет ли ребенок, вот понятно, это логика, да, профильный экзамен и профильный вуз. Понимаем, что вузы сегодня взвыли качеством подготовки учащихся, как бы вынуждены снижать баллы при поступлении для того, чтобы сделать набор студентов с качественной, замотивированных студентов с качественной подготовкой собственной, чтобы потом пройти ценз и аккредитацию уже со своими студентами, принятыми, обучающимися. Вот это как бы все понятно. Вопрос и проблема здесь возникает.
Сможет ли ребенок выбрать предмет для сдачи на профильном экзамене, едином государственном экзамене, если он этот предмет в школе не осваивал по профильному уровню? Будет ли здесь вот как-то регламентировано и жестко установлено или ограничено, скажем так, его право освоить предмет на базовом уровне, но подготовиться самостоятельно с тьютором в центре при помощи курсов, дистанционной подготовки и так далее в любой другой форме или отдельно за пределы профильного обучения в вашей же школе, например, при помощи факультативов, элективных, индивидуальных консультаций, подготовиться и все-таки сдать предмет на профильном уровне для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение. Вопрос остался без ответа. Еще раз повторяю, пока это в проекте, это в качестве вот запчасти к баллонской системе, на которую переходит наша высшая школа, чтобы быть востребованной на международном уровне с нашим качеством подготовки в высшей школе. Вот. Как это, будет ли эта позиция зафиксирована, а это мы понимаем, что это требует изменения закона об образовании, требует изменения, соответственно, государственные образовательные стандарты в части нормирования и подготовки этой государственной образовательной аттестации. Пока ни в федеральном государственном образовательном стандарте, ни в федеральном базовом учебном плане не зафиксирована эта позиция, не зафиксирована она и в приказах об организации государственной итоговой аттестации, конечно, в законе об образовании. Но вот мы заполняли с вами буквально осенью 2016 года, если мне не изменяет память, именно в 2016 году, осенью и зимой заполняли информацию, давали предложения о тех изменениях, которые нам хотелось бы видеть в государственных образовательных стандартах и в новом законе об образовании. Эту информацию заполняли мы как институт, ее заполняли муниципальные органы управления образованием, аккумулировались эти предложения на уровне Министерства образования, направлялись дальше. То есть вот мы понимаем, что это движение идет, министерство запрашивает эту информацию, дальше они аккумулируются, и очень надеемся, что эти предложения не останутся без внимания, и изменения нашего закона об образовании все-таки произойдут и будут. Вот будут ли они касаться этой части, знаю, что многие территории, включенные в эту разработку этих предложений, были категорически против установления вот этой вот жесткой линии: профильное обучение, профильный ЕГЭ и только потом профильный вуз. Мы понимаем, что все понятно с точки зрения качества образования, но в данном случае будут, возможно, ущемлены права ребенка в какой-то вот мере, его конституционные права на свободу получения образования. Возможно. Если возвращаться в наш, собственно, вот понимаем, да, что сейчас пока мы занимаемся пилотным режимом, пока не определено это на уровне государства, мы можем только предполагать и, следовательно, вот какие-то вещи, но не можем ориентироваться и ориентироваться на эти, скажем так, разговоры, на эти разработки, на эти предложения в своей уже непосредственной деятельности. Поэтому универсальный профиль по-прежнему он остается актуальным, только он становится действительно профильным. Следовательно, в универсальный профиль это весь федеральный базисный учебный план, по сути дела, тот же федеральный базисный учебный план, который мы реализовывали на уровне, в условиях реализации федерального компонента. С той лишь разницей, что в него должны быть включены не 10-11 учебных предметов, а все учебные предметы, осваиваемые на базовом уровне, но и, конечно, в том числе обязательные, если школа не будет профильное обучение тематическое, скажем так, по одной из представленных направленностей. Но вот именно в этой части при реализации универсального профиля школам дается возможность сделать, скажем так, из универсального профиля многопрофильный, либо включить, помимо универсального профиля, реализовывать индивидуальные учебные планы, либо мелкогрупповые учебные планы. О чем мы сейчас говорим? Ну, например, небольшая сельская школа, 20, в лучшем случае 20 учащихся 10 класса, 20 учащихся 9 класса выпускников собираются переходить в 10 класс, и при опросе, при получении аттестата, когда вы собираете заявление на поступление в 10 класс,
вы опрашиваете теперь уже учащихся и родителей вместе с ними, но приоритет именно так ставится, опрашивать в первую очередь все-таки учащихся. То есть заявление все равно должно быть подписано двумя субъектами, да, чтобы родители были в курсе выбора ученика, своего ребенка, которого он делает. Вы опрашиваете, они фиксируют в этом заявлении, либо в другой какой-то форме, в анкете, они фиксируют те предметы, которые должны освоить желали бы освоить на профильном уровне. Еще раз повторяю, из того перечня, который вы предлагаете. Вы предлагаете этот перечень предметов для освоения на профильном уровне с учетом ваших возможностей, как кадровых, так и материально-технических, ну и, конечно, вашего опыта реализации, либо его отсутствия профильного обучения. Что делать, если ребенок, скажем так, вот делает, либо пишет, либо поставлен, то есть не можем поставить ребенка в ситуацию, когда ему необходимо, вот он понимает, что к концу 9 класса мы должны подвести его к этому выбору, он понимает, что ему нужны одни предметы, школа предлагает ему другие предметы. Вариантов выбора другого учебного заведения, например, в данной сельской области, сельской местности, либо в этом поселке у него нету. Мы понимаем, что таким образом мы будем терять определенный контингент, потому что у нас есть государственные образовательные организации, общеобразовательные, это лицеи СГУ, это физико-математические лицеи, это гимназии искусств, которые так или иначе, имея интернатные площади, но это в первую очередь физико-математические лицеи, гимназии искусств, имея интернатные площади, смогут подготовить вот в этих условиях почву для реализации профильного обучения для желающих из ваших школ. Ну, второй вопрос, как это будет сделано, будет ли сделано и как это будет сделано, это второй вопрос, но мы понимаем, что конкуренция здесь, она появляется. Появляется она, конечно, в городских школах, когда, и очень хорошо, если муниципальные органы управления образованием берут на себя вот эту вот возможность, берут на себя решение вопроса о перераспределении учащихся и профиля обучения примерно в примерном раскладе на следующий учебный год между образовательными организациями. Мы говорим о том, что может не получиться так, что ребенок поступил в 1 класс и всю жизнь отучился, скажем так, все 11 лет отучился в этой школе, вплоть до 11 класса. Если он выбирает, если у школы нет практики обучения профильным предметам, либо если она не готова реализовывать индивидуальные учебные планы, при условии, что она очень хочет сохранить своих учащихся в составе именно своей школы, то есть не готова делиться своими сильными учащимися по отдельным предметам с другими школами внутри, например, муниципального образования, либо города, либо республики, и не готова, соответственно, принимать других учащихся, менее успешных учащихся других школ муниципального образования для обучения на универсальном профиле. Вот будет, возможно, создана такая ситуация, где школа встанет перед вопросом, что ей дальше делать со своими учащимися и с той ситуацией, которая сложилась на муниципальном уровне. Мы рекомендуем посмотреть на нее уже сейчас при подготовке введения стандарта старшей школы еще есть, в штатном режиме еще есть определенное время посмотреть на эту ситуацию на муниципальном уровне и создать определенную сеть образовательных организаций, в которых есть сильные педагоги, таким образом вычленить этих педагогов, способных реализовывать предмет на профильном уровне по каждому предмету, заявленному для этого уровня в государственных образовательных стандартах. А я еще раз повторяю, это практически все предметы, кроме физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности и экономики. Вот на это обратите внимание, кто реализует социально-гуманитарный профиль или дает предметы углубленного уровня. У нас экономика изучалась в федеральном компоненте, она была представлена в том числе повышенным уровнем, то есть углубленным. В государственном образовательном стандарте она изучается только на базовом уровне, как отдельный предмет, либо в составе предмета обществознания, интегрированного предмета обществознания, который может изучаться как на базовом, так и на углубленном уровне. И разницу вы видите в данном случае между
предметами, между количеством, объемом предметов, которые заявляются в федеральном компоненте и федеральном государственном образовательном стандарте. Здесь не менее 2 предметов, может быть и больше, но не менее 2. А в федеральном государственном образовательном стандарте четко сказано, да, что мы не понимаем, что не менее 3-4 предметов, то есть на 1 предмет больше. С чем это связано, это очевидно. При поступлении учащийся сдает в высшее учебное заведение, после сдачи ЕГЭ ребенок сдает не 2, а 3 предмета, минимально, скажем так, поступающие, да, дети, сдающие творческие, еще конкурсные, проходящие творческие конкурсные испытания, сдают несколько больший формат при этих вот экзаменов, соответственно, при поступлении в ВУЗ еще сдается дополнительный экзамен. Но вот не про эти нюансы мы сейчас говорим. Следовательно, вот эти все 3 предмета должны по каждому ребенку сложиться, еще раз повторяю, здесь вот резюмирую. Эти 3 предмета по каждому ребенку в анкете должны сложиться в конкретный профиль конкретного вуза, по конкретной либо профессиональной направленности, в лучшем случае хотя бы вот, в идеальный вариант и по специальности. Очень сложная задача в этой части ставится, архисложная задача. Почему? Потому что практика показывает, что нынешнее поколение детей не способно сориентироваться, профессионально сориентироваться даже к концу 11 класса, не говоря уже к концу 9 класса. Но мы, я имею в виду республиканские пилотные площадки, сегодня поставлены в такие условия, что нам крайне необходимо это сделать. То есть не можем мы, проведя, обеспечить 2 года подготовки учащегося, который за эти 2 года не определится и потом начнет метаться между вузами. Я надеюсь, что такой практики в ваших школах, такой практики, скажем так, не очень хорошей, порочной практики нету. Достаточно адекватно вы ведете своих учеников. Каждый классный руководитель болеет душой за будущее, скажем так, жизнеустройство своего выпускника. Работаем очень хорошо поставлено. Знаю, что у вас работа и с родителями. Правда, не всегда родители адекватно реагируют на те предложения и рекомендации, которые дает школа. И в этой части мы сталкиваемся с ситуацией, конечно, отсутствия либо не очень качественного, скажем так, психолого-педагогического сопровождения этих вот процессов профессионального самоопределения учащихся. При наличии психолога, при хорошем планировании его работы мы понимаем, что достаточно сложно ему каждого ребенка держать на контроле. Ученика 1 класса при вхождении в учебный процесс, выпускника 4 класса при оценке, проведении итоговой оценки личностных результатов, учащихся 5 класса, потом 7 проблемного класса, да, потом 9 еще и 11 класса. Достаточно большой формат работы получается у психологов, связанный как раз с диагностикой, с последними вот веяниями, да, диагностикой, оценкой достижения личностных результатов, в том числе тех, которые необходимы для продолжения образования и на следующем уровне образования, имеем в виду при переходе с 9 в 11 класс. Так вот, сориентируйте, пожалуйста, ваших специалистов, если они у вас есть, либо классных руководителей, если у вас психологов, педагога-психолога нету, и нет возможности пригласить его с методической службы, либо соседней школы договориться на диагностику профессиональной сориентированности ваших выпускников 9 классов. Но желательно не в конце 9 класса, мы понимаем, да, делать эту работу желательно в конце 8 класса, чтобы весь 9 класс вот по рекомендациям федерального компонента и рекомендациям федерального государственного образовательного стандарта мы занимались как раз предпрофильной, весь 9 класс занимались предпрофильной подготовкой, давая, предоставляя выбор ученикам в рамках факультативных курсов, элективных курсов, другой какой-то форме, с обязательной практикой освоения вот той профессиональной области, либо первичных каких-то навыков, умений, той профессиональной области, для которой у вас есть база, для реализации профильного обучения которой вот в данной области у вас есть база на старшей ступени. Вот эту вот логику профилизации школ, начиная буквально с 5 класса, задают новые государственные образовательные стандарты, включая в требования к личностным результатам, в том числе требования к профессиональной ориентации учащихся, чтобы они были профсориентированы на уровне основного общего образования, и рекомендации примерной программы, примерной основной образовательной программы основного общего образования. Мы видим, что профориентация буквально должна
проводиться, начиная с 5 класса. Вопрос этот не праздный, профориентации, потому что все проблемы, которые связаны сегодня с нашими учащимися 10-11 классов, естественно, все, скажем так, факторы и причины этих проблем кроются как раз в качестве предпрофильной подготовки, которая в 8-9 классе, которая базируется на профориентации, которая проводится, должна проводиться обязательно с 5 класса. Многие, когда я так говорю, учителя, особенно начальных классов, возмущаются, говорят, да мы профориентацией уже с 1 класса занимаемся. Воспитатели детских садов говорят, что они профориентацией занимаются чуть ли не с младшей группы детского сада. Это понятно, это все очевидно, почему тогда неэффективно. То есть вот вопрос стоит, если мы проводим эти мероприятия, занимаемся профориентацией, рассказываем о современном мире профессии, почему к концу 9 класса ребенок встает действительно перед проблемой выбора профильного предмета или выбора, скажем так, будущей профессиональной подготовки, выбора будущего учебного заведения. Понимаю, что большинство учащихся не конкретный ребенок, да, если говорить о конкретных детях, мы понимаем, почему они сталкиваются с проблемой. Либо они не были включены серьезно в эту работу, несмотря на то, что школа целенаправленно, системно проводит ее, и это действительно так. Вот, либо ребенок настолько разносторонне развит, и мы знаем массу таких детей, кто у нас во Всероссийской Олимпиаде, одни и те же фамилии участвуют и на этом предмете, и на этом предмете, и на этом предмете. И эти предметы не лежат в одной предметной области, относятся к разным предметным областям. Следовательно, мы предполагаем, они дальше будут относиться к разным профессиональным областям. И ребенок сегодня включенный во все это, ему все это интересно, у него все получается, он сталкивается с главной проблемой, а чем я все-таки дальше буду заниматься. Вот если в условиях реализации федерального компонента мы еще могли как-то вот здесь помягче реагировать на эту ситуацию, предоставляя выбор, поскольку выбор предмета для сдачи ЕГЭ не обязательного, да, а к обязательным русский математика, выбор предмета оставался за учеником, то, по сути дела, именно в этом случае ребенок, вот в это время ребенок вставал действительно перед вопросом, какой предмет я буду сдавать, следовательно, зачем мне его сдавать. Ответ очевиден: для того, чтобы сдать потом эти документы и поступить, сдать документы в конкретный учебный вуз, либо выбор сделать из нескольких учебных вузов. По спискам ЕГЭ, которые даются на проведение, на организацию единого государственного экзамена, специалисты РИЦОКа точно так же обращали внимание, что одни и те же дети идут на предметы совершенно разной направленности, предметной направленности, откуда мы уже опять же делаем выбор, что этот ребенок не профессионально не сориентирован, он будет выбор делать между экономическим направлением, например, гуманитарным, филологическим направлением, между техническим направлением и гуманитарным, то есть между теми направлениями, которые не связаны между собой, являются по большинству методик, профориентационных методик, противоположными относительно содержания вида деятельности. Мы ребенка развиваем, это очень хорошо, что он такой одаренный, но в данном случае вот в этой части роль, скажем так, профильного обучения, в том числе универсального профиля, федеральный государственный образовательный стандарт старшей школы видит, посмотрите, как в сужении, видит в конкретном сужении вот этого поля, скажем так, выбора. То есть ребенок в 10 классе, обучающийся по ВГОС, должен четко определиться, и мы видим, да, с одним конкретным профилем, ну, максимум с 2 профилями, которые вы будете организовывать для его обучения. То есть он будет осваивать для будущей профессиональной деятельности, для поступления в высшее учебное заведение. При разработке, что еще хотелось здесь отметить, при разработке по новых учебных планов пилотные школы, знаю такую практику, потому что
4 учебных плана пилотных площадок по ведению старшей школы уже отсмотрели, пообщались с руководителями образовательных организаций, поскольку вот 10 класс не за горами, учебные планы у вас должны быть уже сверстаны, нагрузка должна быть распределена. Весной мы этим занимались, по сути дела. Мы посмотрели, я знаю, что вот из этих 4 школ ни одна школа не взяла в чистом виде, скажем так, вот составить именно такой учебный план, который рекомендован, не рекомендован, да, который представлен, требования к которому представлены в государственном образовательном стандарте, то есть состоящим из 10-11 учебных предметов на профильном уровне, из которых вот 3 или 4 и более учат и изучаются на профильном предмете. То есть мы говорим об особенностях как раз разработки учебного плана вот в этот вот переходный период, поскольку, скажем так, 10 класс, у нас идут 9 классы в этих школах, которые не учились по вкусу основного общего образования, несмотря на то, что ну, мы выбрали эти школы, опять же, потому что есть предпрофильная подготовка, очень хорошая профориентационная работа, есть опыт преподавания профильных предметов, да, то есть не с нуля мы начинаем, эти дети, соответственно, подготовлены, вот, но для того, чтобы действительно вот дать эту возможность ребенку при наличии какой-то неуверенности, что ли, и самого ребенка, и его родителей, и образовательной организации той школы, при наличии какой-то определенной неуверенности, что выбор, который он делает сегодня, определяет этот профиль, тот или иной профиль или тот или иной перечень для освоения на профильном уровне предметов, он может оказаться неокончательным. Знаем, что дети еще в 10 классе меняют предметы, знаем, как высшие учебные заведения могут в последний момент изменить перечень предметов, необходимых для поступления. Вот сталкиваемся с такой ситуацией, поэтому учебные планы для старшей школы именно для вот, в этот вот переходный период, когда мы еще не перешли, скажем так, в другую какую-то систему, пока не уточнены позиции по федеральному перечню учебников с включением учебников для освоения углубленного изучения отдельных предметов. Следовательно, мы говорим о том, что мы можем разработать некий такой промежуточный формат учебного плана, который будет предполагать и состав всех предметов, которые мы и раньше изучали по федеральному компоненту, но с определением, то есть не 10-11, а большего количества учебных предметов, но с определением вот этой вот позиции из них не менее 3-4 изучаемых на профильном уровне. Будут ли реализовываться вами индивидуальные учебные планы? Групповые учебные планы зависят от, понятно, каждой вашей ситуации. Здесь мы всемирную помощь и поддержку можем оказать, если вы сталкиваетесь с определенными трудностями, а как нормировать это, потому что мы понимаем, что как только идет речь об отдельном учебном плане, вопрос возникает о финансировании этого учебного плана. Мы уже говорили и представляли несколько систем реализации разных учебных планов в условиях даже ограниченных финансовых ресурсов, но в разных организационных, скажем так, моделях. И сегодня возможности, в том числе дистанционных образовательных технологий, в том числе сетевых форм реализации основных образовательных программ, в том числе, вот уже теперь по последней позиции, в том числе с использованием ресурсов высших учебных заведений, средних профессиональных образовательных организаций, которые находятся в вашем муниципальном образовании, школ, которые находятся в шаговой доступности в вашем населенном пункте, вот эти возможности позволяют, скажем так, сэкономить определенную часть финансовых средств образовательной организации или не их тратить, поскольку или не искать в условиях, когда их неоткуда брать, вот, но тем не менее, вот в условиях ограниченных финансовых возможностей реализовывать в том числе индивидуальные учебные планы профильные, в том числе или групповые, или индивидуальные, или групповые учебные планы. Разные модели есть. Представляли мы такую модель вот в Сыктывдинском районе с использованием дистанционных образовательных технологий. Я думаю, мы вот полный пакет нормативных актов подготовили, которые реализовывали, но в связи с изменением законодательства и
изменением подходов к реализации, в том числе профильного обучения, в том числе финансовых механизмов, потому что там были определенные, скажем так, ну, в тот период, 2 года назад, были определенные допущенные недочеты в оформлении этих вещей, в том числе на школьном уровне, в том числе на муниципальном уровне. Вот мы сейчас все эти недочеты выверим, вычистим и представим вам некий, я надеюсь, к сентябрю месяцу справимся, представим вам некий формат, вот этот вот комплект документов с методическими рекомендациями, как можно организовать организовать реализацию профильного обучения с использованием сетевых форм реализации программ или дистанционных образовательных технологий. Связаны обе эти формы, либо сеть школа в шаговой доступности, либо сеть школа вне шаговой доступности, но с использованием дистанционных образовательных технологий. Связаны они, по сути дела, с подготовкой одинакового комплекта документов. Все равно ребенок учится, скажем так, не получает, вернее, образование с использованием ресурсов другой образовательной организации. Именно в этом возникают сложности при подготовке соглашений или договоров, или составления расписания, или регламентация контрольно-оценочной деятельности 2-3 педагогов относительно одного ребенка, одного, скажем так, аттестата подготовки к одному экзамену. Есть разные модели. Мы смотрели, сегодня мы говорим о том, что удобно реализовывать в том числе сессионную систему, которую мы видели, и многие из вас, кто ездил с нами в Тамбовскую область, Мичуринский физико-математический лицей-интернат, можете зайти на их сайт, посмотреть, у них информация до сих пор это есть, они реализуют эту модель, сессионно обучая детей из сельской местности, из других населенных пунктов Тамбовской области на своей базе в каникулярное время. Вот. Либо в неканикулярное время, потому что мы понимаем, что ребенок не может быть лишен каникул, да, он должен отдыхать, он не может осваивать вашу рабочую программу, которую вы утвердили, и нарушать ваш календарный учебный график в другое время. Здесь мы говорим либо о переносе этих каникул для ребенка, если, скажем так, высвобождаемый педагог во время каникул реализует, но для данного конкретного ребенка или для группы детей, которые на муниципальном уровне собираются, эти каникулы переносятся, либо регламентируется их процесс отдыха от учебного процесса в другом формате. Вот это интересная модель. Нравится модель, которую представляли в прошлом году. Мы видели в Воркуте. Спасибо школам и Воркутинскому дому учителю за эту возможность увидеть на уровне республики некий другой интересный формат работы, в том числе реализации профильных программ. Но я надеюсь, что реализация профильных программ при сетевом взаимодействии образовательных организаций будет в Воркуте все-таки до ума доведена, да, скажем так, дооформлена окончательно в систему, введена, но сегодня уже реализуется подготовка учащихся к единым государственным экзаменам с использованием ресурсов других разных образовательных организаций. Опять же, именно потому, что мы небольшая республика, мы очень хорошо знаем всех своих сильных педагогов, которые имеют, скажем так, вот выход на высокий эффект своей деятельности в виде высоких образовательных результатов, в том числе на сдаче государственной итоговой аттестации. Да, действительно, Центр оценки качества образования дает такой перечень учителей, он недостаточно большой для наших пространств Республики Коми, но практически в каждом, наверное, из 20 муниципальных образований такой учитель по предмету есть. И вот идеальный вариант, если муниципальная методическая служба, такой перечень учителей, список учителей по каждому предмету, сильных учителей для себя составит, имея их в виду как тьюторов, как консультантов, которые помогут другим учителям, либо будут конкретно помогать детям готовиться к этому экзамену, либо их учителям, чтобы те, в свою очередь, готовили и давали качественную подготовку к экзамену. Но мы понимаем, что отдельно подготовка к экзамену у нас практически мало бывает времени на это, осуществляется она в основном в урочной форме, следовательно, в данном случае мы говорим о повышении качества преподавания предметов, которые выносятся на государственную итоговую аттестацию. Конечно, в первую очередь это обязательные предметы, математика и русский язык, поэтому столько внимания сегодня уделяется и предметникам этих учебных предметов, и содержанию, технологиям их преподавания. И концепции, в первую очередь, были разработаны именно по этим предметам.
И, конечно, во вторую очередь тем предметам, которые чаще всего, или, скажем так, большинство учащихся нашей республики выбираются для сдачи государственной итоговой аттестации. Это история, обществознание, литература и физика, и дальше вот уже по уменьшению предметов, это биология, химия, география, информатика. Иностранный язык где-то, предполагаю, находится чуть ближе, чем информатика, выбирается чаще в качестве сдачи, для сдачи государственной итоговой аттестации. Приношу извинения, торопилась со временем, не ту взяла презентацию, не тот вариант презентации с рабочего стола скачала на флешку. Ну, вот про организацию предпрофильной подготовки у меня здесь должна была быть схема, как организовать предпрофильную подготовку учащихся 8-9 классов, уже не буду на это отвлекаться, 8-9 классов. Здесь обращу ваше внимание, я думаю, мы на наш сайт вместе с повесим презентацию вместе с этой съемкой уже вот с моими извинениями, либо поправим этот видеоряд с изменениями, повесим презентацию в полном формате. Хотела уточнить, опять же, по анализу, по формам отбора форм предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов. Не секрет, и этот анализ мы делали при введении стандарта старшей школы с теми школами, которые участвовали в этом процессе, в этом мониторинге. В этом году этот мониторинг мы будем запускать на все 26 пилотных школ, чтобы понимать тех, кто 26, минус тех, кто будет писать заявление об отказе пилотного режима, да, на следующий год, то есть из оставшихся. Вот, у нас еще 24 муниципальные пилотные площадки. Будем предлагать муниципалитетам посмотреть, провести этот мониторинг муниципальных пилотных площадках по ведению стандарта основного общего образования. Вот. И в этой части хотела, вот этот мониторинг как раз показывает о том, что не всегда качественно мы проводим, в полном объеме проводим предпрофильную подготовку. В основном, почему выделяю, обратите внимание, 8-9 класс, именно начиная с 8 класса. Было бы желание, и очень надеюсь, что у школ такое желание появится, организовать предпрофильную подготовку не в 9, даже не с 8, а с 7 класса. Понятно, что в 7 классе пока нет еще предметов, осваиваемых, например, вот химия, физика только начинает осваиваться в 7 классе, а предметы эти очень важны для формирования профильного учебного плана на уровне старшей школы в своем профиле, в своем предметном содержании, в данном предметном содержании. Сейчас соберусь. Вот. Можно было бы вводить предпрофильную подготовку, начиная с 7 класса, но насколько она будет называться предпрофильной подготовкой, мы этот опыт видели в Томской области, видели это в пермских школах, в липецких школах, в школах города Санкт-Петербурга предпрофильная подготовка, если вы зайдете на сайты школ или муниципальных органов управления образованием, предпрофильная подготовка заявляется именно с 7 класса. Потому что мы понимаем, что не всегда возраст благоприятен для, скажем так, неких организаций внеурочных, серьезных форм работы, серьезным содержанием, но нынешние дети настолько быстро развиваются, настолько быстро входят и достаточно качественно входят вот особенно новое последнее поколение детей, 6-7 классы, быстро и качественно входят в информационное пространство, который их окружает, и готовы, действительно готовы, вот личностно, социально готовы, благодаря в том числе, кстати, той проектной исследовательской деятельности, которую вы организуете вместе с ними, воспитательной работе, готовы осваивать, не просто включаться, вернее, в формы воспитательные, внеурочные, но именно в те формы, которые целенаправленно будут ориентировать их на освоение профессионально необходимых, важных, как личностных качеств, в первую очередь, конечно, в этом возрасте, так и определенных умений, навыков. Вот посмотрите с этой точки зрения на те мероприятия, которые вы проводите, в том числе с целью профориентации, в
том числе социальные проекты, некие социальные акции, начиная вот буквально с 5 класса. Опять же, мы говорим о том, что вот профориентация, логика здесь, вот этой вот схемы, да, логика здесь четко выстраивается. Профориентация, проводимая целенаправленно, с использованием целесообразных форм и содержания для достижения четко заявленных результатов, начиная с 5 класса, должна потихонечку переходить уже на уровне 7 класса именно в предпрофильную подготовку, для чего школа, четко для себя понимая, какие профили она будет организовывать для этих детей, потому что имеет на это опыт и практику, имеет желание изменять что-то в своей образовательной системе. Вот такая задача поставлена, то есть задача, по сути дела, проанализировать деятельность классного руководителя, деятельность учителя-предметника на уроке, после урока в организуемых формах неурочной деятельности, деятельность учителей сопровождения, педагогов сопровождения, библиотекаря, педагога-психолога, социального педагога, педагога-организатора, старшего вожатого. То есть тех, кто занимается организацией в той или иной форме внеурочной деятельности детей, проанализировать их работу, следовательно, планы работы, их содержание, все, что они делают помимо своих планов работы, например, для реализации неких разовых акций, которые у нас в огромном количестве спускаются, образовательные события по календарю, либо по каким-либо письмам, приказам и так далее, верхнего уровня управления системой образования, либо возникающие вдруг вот здесь сейчас по ситуации. Посмотрите на весь вот этот вот пласт работы за год, 2, 3, проведите этот анализ, отберите те формы и то содержание, которое действительно, во-первых, носит профориентационный характер, способствует развитию умений, навыков детей. Сейчас мы говорим не про универсальные учебные действия, говорим, да, а говорим про крайне жизненно необходимые их личностные качества, умения и навыки общения, и связанные общения, например, да, в том числе социального, связанные с предметной областью, связанные с конкретной предметной областью. То есть то, что делают, конечно, мы понимаем, что в первую очередь это работа учителя-предметника, во вторую, именно с точки зрения знакомства с миром профессий, особенно современным миром современных профессий, востребованных или не востребованных. Вот сегодня не знаем, сегодня эта профессия не востребована, завтра как изменится жизнь конкретного ребенка, он может окажется в этом профессиональном поле. Кроме этого, мы понимаем с вами, да, сегодня мир профессии определяется не столько, не хотелось в эти вопросы углубляться, но уже начала фразу, закончу. Определяется мир профессии не столько должностями и некой производственной сферой, сколько теми умениями человека, которые действительно в нем развиты, заложены, которыми он обладает. Поскольку массу примеров и вы можете привести, они действительно есть. Получив одну профессию, человек реализует себя в другом профессиональном поле, но востребованы в другом этом профессиональном поле именно те умения, навыки, которые у него сформированы, в том числе с использованием при получении высшего образования, в том числе в системе школьного образования. Вот. Отбираем то содержание, те формы, которые носят сегодня целенаправленный и целесообразный характер носят, то есть являются действительно содержательно профессиональной, имеют содержание, соответствующее задачам профессиональной ориентации учащихся. Четко для этих форм, традиционно проводимых, либо нетрадиционно, то есть новых каких-то форм, обозначаем результаты из перечня тех планируемых результатов, которые у вас заявлены в основной образовательной программе основного общего образования. Мы сейчас говорим именно про уровень основного общего образования. И составляем из них некий перечень вот этих вот мероприятий профориентационной работы. Мы, конечно, в первую очередь говорим о плане работы, который направлен на реализацию программы воспитания и социализации. Там есть целый большой блок этих личностных результатов. Вот насколько качественно он составлен с точки зрения содержания, формы и результата реализации этой формы, организации этой формы, реализации этого содержания.
Если мы говорим, вот сейчас мы говорили 5, 6, 7 класс, и вот этот вот именно 7 проблемный, так называемый наш класс, он является таким промежуточным между профориентационной работой и предпрофильной подготовкой. Профориентация — это не значит, что профориентационная работа у нас заканчивается в 7 классе. В 7 классе, в 8-9 классе мы продолжаем его уже в новой форме. Нет, профориентационная работа меняет свое, скажем так, некое содержание. Она начинает носить более целенаправленный характер относительно каждого ребенка. Вот в данном случае именно начиная с 7 класса рекомендуем составлять для ребенка или уточнять эти позиции в его индивидуальном портфолио относительно его будущего профессиональной жизни. То есть конкретизируем тот перечень предметов, уточняем и, может быть, где-то сужаем, особенно для одаренных детей, для детей с низкой мотивацией обучения, уточняем перечень предметов, которых он способен и где он смог бы реализоваться, не требуя от него всего и вся. То есть мы говорим, собственно, о составлении практически, да, индивидуальных образовательных маршрутов, либо индивидуальных карт развития ребенка. Для каждого ребенка в индивидуальных ситуациях это будет разный вид, скажем так, и разный вид вот этих вот карты маршрутов. Кому-то достаточно будет для одаренного ребенка индивидуального образовательного маршрута для уточнения позиции, в какой форме, где, когда, с кем, с каким педагогом он занимается этой предметной областью, ее освоением, либо предъявлением демонстрации результатов ее освоения. Но для учащихся, не относящихся к этой группе, а обучающихся на среднем уровне качества образования, скажем так, либо учащихся с низкой мотивацией, составляющих так называемую группу эмоционально группу риска я бы не сказала в данном случае, а учащихся имеющих эмоциональные затруднения, требующих эмоциональной поддержки, вот это будет правильно, наверное, сказать, да, требующих в этой части эмоциональной поддержки, то есть тех детей, кто учится сегодня на 1 тройки, либо и ниже, либо имеющих по большинству предметов отметку 3, как вот в нынешней критериальной системе не очень хорошую, да, поскольку систему отметки мы с вами до сих пор еще в полном формате не перевели на новые рельсы, хотя заявили о ней в основной образовательной программе 3, 4, 5 и только потом 5, в основной массе рабочих программ учебных предметов, и в практике учителей сохраняется так называемая вычитательная система отметки 5, 4, 3. И вот в этом именно ряду от 5 как верхнего потолка мы понимаем, что 3 – это для каждого ребенка не базовый уровень освоения предметов, а недостижение высоких образовательных результатов, говорящих о качестве образования. Вот. Но не сегодняшняя наша встреча, вернее, не посвящена наша встреча этим вопросам, поэтому говорим мы все-таки вернусь, да, к разговору о том, что для каждого ребенка, особенно учащихся 8-9 классов, должна быть предложена некая такая форма фиксации их профессиональной ориентации или профессионального движения в сторону профессионального самоопределения, которое потом завершится к 9 классу индивидуальным профессиональным планом, либо к 11 классу, и к 11 классу этот индивидуальный профессиональный план будет уточнен. С теми учителями технологий, кто был на наших курсах, с кем приходилось разговаривать в рамках методических мероприятий, конференций, с теми руководителями, кто, опять же, с кем встречались в рамках наших семинаров, мы говорили о том, что задачей именно предмета технология выносится сегодня к этому предмету отнесена миссия так называемой предпрофильной подготовки на уровне основного общего образования. Обратите внимание на эту часть пояснительной записки федерального базисного учебного плана, в котором четко сказано: если предмет технология не осваивается, вернее, часы учебного предмета технологии в 9 классе могут быть распределены на организацию предпрофильной подготовки.
на организацию предпрофильной подготовки. То есть если предмет не изучается, то есть делаем отсюда вывод, если предмет технологии у вас не изучается в 9 классе, а именно в федеральном базисном учебном плане эта практика заложена, несмотря на то, что и содержание предмета, и содержание примерных программ, и авторских программ, и учебников предполагает 9 класс, реализацию в 9 классе. Но в федеральном базисном учебном плане мы как-то вот очень слепо, не минуя пояснительную записку, обращаем внимание на сетку часов. В 9 классе технологии нету, и большинство школ этот предмет не ведут, несмотря на то, что профильного обучения нет, предпрофильной подготовки в 9 классе тоже нет. То есть, по сути дела, в данном случае нарушается рекомендация, я бы не сказала, что она звучит именно как рекомендация федерального базисного учебного плана, потому что пояснительная записка относится в полном объеме к этому, является частью этого документа, утвержденного приказом Министерства образования. И, следовательно, читаем мы на нее в этой части без, скажем так, вот именно не с точки зрения рекомендации, а указания к действию. Часы учебного предмета, буквально вот выдержку искала, часы учебного предмета технология в 9 классе передаются в компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся. Построен он в федеральном компоненте по модульному принципу с учетом возможностей школы и потребностей региона. Вот это как бы сопровождение, характеристика предмета в ряду других предметов, характеристик других предметов, вышеназванных, искусство, которое должно изучаться в 9 классе, и таким образом учебный предмет становится непрерывным. Вот в этой части, если школы, скажем так, привели, благодаря проверкам, контролю качества образования, надзору, привели свои учебные планы в соответствие, то в отношении технологии предпрофильной подготовки как-то это было упущено. Ну, по крайней мере, мы обратили на это внимание. То есть и технологии в 9 классе нет, и предпрофильной подготовки при этом нет. То есть вот этот вот час, благодаря которому дети как раз и составляют в 9 классе индивидуальный учебный план, проходят весь блок диагностики, который направлен на выявление профессиональных предпочтений, интересов и так далее, он просто выведен, да? Либо он реализуется, этот предмет, тогда с использованием ресурсов деятельности педагога-психолога, либо передается, должен быть вернут, если не осуществляется предпрофильная подготовка в 9 классе, должен быть возвращен учебный план в форме учебного предмета. И тогда учитель технологии использует эти ресурсы предмета для целей профориентации. Вот. Это что касается предпрофильной подготовки в нынешних классах, учащихся по федеральному компоненту, в том числе в тех 9 классах, которые вы в этом году у вас заканчивают, но на следующий год. И это касается, конечно, тех 9 классов, 8 классов, которые не учатся в пилотном режиме реализации федерального государственного образовательного стандарта. Обратите на это внимание, в том числе при формировании учебного плана на следующий год для нынешнего 8 класса, то есть 9 класса, который учится по федеральному государственному образовательному стандарту. Знаю, что во многих школах, опять же, технологии нету, и несмотря на это не вводятся элективные курсы, курсы по выбору, факультативы для обеспечения предпрофильной подготовки. Школа, как-то вот многие руководители говорят, зачем нам проводить предпрофильную подготовку, если у нас нет профильного обучения. Вот логична позиция, но давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. У вас и не будет профильного обучения, вы не имеете, скажем так, права вводить профильного обучения на том простом основании, что у вас нет предпрофильной подготовки. А поскольку задача такая поставлена перед школами реализовывать профильное обучение, следовательно, стоит задача организовывать предпрофильную подготовку. И еще раз возвращаю ваше внимание на то, что либо предмет технологию включаем в учебный план 1 час в неделю, из компонента школьного возвращайте его обратно, или его реализуйте в соответствии с требованиями на организацию предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов. В качестве предметов, которые могут быть, либо курсов, которые могут быть предложены для организации предпрофильной подготовки, можно использовать, знаю, что определенные затруднения здесь возникают у руководителей и у педагогов,
Почему говорю и у педагогов, потому что руководитель в основном не может руководитель один, либо в команде административной решить единолично, без использования ресурсов педагогического коллектива, какие именно курсы будут реализовываться, понятно, да, в рамках предпрофильной подготовки для учащихся 8-9 классов, 9 классов. В любой комплектации, но мы рекомендуем с 8 класса начинать, потому что 9 класс, мы понимаем, достаточно проблемный, это все-таки выход на государственную итоговую аттестацию, это отдельная подготовка, это отдельный стресс для детей, поскольку это последний год детства. Поэтому нужно облегчить, максимально облегчить здесь эту участь детей и начать раньше эту деятельность, с учетом еще и того, что в 8 классе есть определенный запас часов школьного компонента, национально-регионального компонента, так называемого бывшего в федеральном базисном учебном плане, либо часть формируемой части образовательных отношений, если мы говорим про условия федерального государственного образовательного стандарта, в том числе с использованием ресурсов внеурочной деятельности учащихся. Вот. Организовывать эту предпрофильную подготовку. Можно каким образом? С использованием ресурсов педагогического коллектива. Ну, очевидно, да? Опять же, опрос, либо определенное заполнение формы или анкеты, которую вы предоставляете для учителей, и которые смотрят на свой предмет, на то содержание своего предмета, которое реализуется в этих классах, в 7, 8, 9 классе, вытащить из этого содержания тот раздел, тот модуль или тематику, или виды практической деятельности ребенка, которые традиционно являются сложными, проблемными для большинства учащихся, раз, или крайне необходима, отработка которых крайне необходима для сдачи экзамена, два, или крайне необходимы для освоения предмета на старшем уровне образования, обучения. Итак, три позиции, вот эти три позиции, которые нам позволят определить содержание предпрофильной подготовки. По всем ли предметам, опять же, школа определяет для себя самостоятельно, но если мы говорим про предпрофильную подготовку, следовательно, мы имеем в виду в первую очередь перечень тех предметов, которые будет школа предлагать учащимся 10-11 класса в качестве предметов для углубленного изучения. Будет ли это в рамках профильного обучения, будет ли в рамках этого универсального профиля или непрофильного универсального обучения, если мы говорим про реализацию федерального компонента, да, то это вот каждая школа решает самостоятельно. Но предпрофильную подготовку в любом случае проводить необходимо. Она у вас потом, если вы не будете переходить на профильный уровень, по крайней мере, ребенок сможет, или ребенку, которому действительно это будет необходимо, вы сможете предоставить возможность выбрать элективный курс, потому что в 10-11 классе, как правило, все учебные предметы у нас снабжены этой частью, то есть имеют эту нижнюю часть учебного плана, так называемые элективные курсы, учебные курсы или учебные предметы. Они могут являться надстройкой профильного предмета, то есть изучается профильный предмет, плюс к нему еще изучается элективный курс, который углубляет содержание или делает его более осваиваем для ребенка именно на углубленном уровне. Или редкий, кстати, случай, редко где встречается в учебных планах наших школ Республики Коми. Чаще встречается вторая и третья позиция. Вторая, которая позволяет углубить элективный курс, который позволяет углубить или расширить содержание осваиваемого предмета, который осваивается на базовом уровне. То есть, например, предмет литературы осваивается на базовом уровне, потому что в школе нет профильного уровня, но детям предлагается отдельный курс или экскурс поэзия Серебряного века, или подготовка сочинения, или другие какие-то подготовка умений, другие темы элективных курсов, краткосрочных каких-то форм работы, которые позволяют детям освоить те умения, которые крайне необходимы для сдачи ЕГЭ. Умение написать эссе, умение сформулировать цель своей деятельности и так далее. Та же самая наша проектная, исследовательская деятельность, умение сформулировать выводы. То есть мы говорим сейчас, собственно, да, о реализации программы развития универсальных учебных действий. Вот. То есть элективный курс, который позволяет ребенку расширить свои умения, навыки или знания того предмета, который осваивается на базовом уровне. Вот эта позиция встречается чаще всего, но обратите внимание, при этом мы не говорим о том, что предмет вообще в школе реализуется профильное обучение.
Само профильное обучение, я, возможно, не сказала об этом в самом начале, связано в первую очередь с освоением предметов на профильном уровне. То есть обязательно, если мы говорим, что мы реализуем профильное обучение, обязательно какие-то предметы, вот еще раз, да, обращу ваше внимание, на уровне федерального компонента это не менее 2 предметов, а в условиях реализации в ГОС это не менее 3-4 предметов, должны осваиваться на профильном уровне. Не один предмет на профильном уровне, да, а именно комплект предметов на профильном уровне. И только потом идут элективные курсы. Если предметы все осваиваются на базовом уровне, но вы даете возможность детям выбрать и освоить элективные курсы, это обычное универсальное обучение, не профильное, либо универсальный профиль в условиях федерального государственного образовательного стандарта, но ребенок при этом не осваивает предмет на профильном уровне. Он его осваивает на базовом, оценка пойдет за базовые знания и умения. Именно за освоение предмета на базовом уровне, потому что объем часов и содержание предмета предполагается только то, которое зафиксировано для данного уровня освоения. Углубленное освоение предмета предполагает другое содержание, предполагает другой объем часов, это очевидно. И, следовательно, оценка идет за освоение предмета на профильном уровне. Вот мы здесь столкнулись с определенным нарушением, когда школа реализует, например, когда учащиеся, вернее, школы учатся изучают предмет в школе на базовом уровне, но, например, являются учащимися другого учебного заведения, либо другого центра, либо дистанционно осваивают содержание, которое касается профильного обучения. Ну, вот у нас лицей при пединституте для одаренных детей сельской местности реализует предметы и содержание, в том числе дает профильно, не готовит к экзаменам, но дает более повышенные глубокие знания по предмету, собственно, содержание как раз вот этого профильного уровня. При этом мы понимаем, что ребенок отметку получает за освоение в школе основной образовательной программы на базовом уровне. И то, что он имеет более высокий уровень этих отметок, не говорит о том, что он освоил его где-то там, если вы не заключили договор о сетевом взаимодействии. Если у вас программа этого предмета не утверждена 2 директорами учебных заведений, да, или другие какие-то формы, зафиксированы другие формы сетевого взаимодействия образовательных организаций, но ребенок, тем не менее, имеет знания и умения на углубленном уровне, мы не говорим о том, что ребенок освоил предмет на профильном уровне. Оценку в аттестат он все равно поставить, и даже очень хорошую, но за базовое освоение предмета. Вот в этой части мы столкнулись с проблемой математики, которой учится вот, повсеместно, да, как правило, учится и осваивается детьми на базовом уровне, а предмет сдается на профильном уровне. Мы понимаем, что отметка в аттестате ставится все равно за базовый уровень, несмотря даже на то, что ребенок по ЕГЭ выбрал, потому что подготовился с использованием ваших ресурсов, либо других ресурсов, подготовился и сдал экзамен на профильном уровне. Вот. То есть вот это вот есть проблема некая, когда школа заявляет о том, что она реализует профиль, на самом деле предметы осваиваются на базовом уровне, а за профиль выдается некий перечень элективных курсов. Элективные курсы не говорят о том, что реализуется профильное обучение. Еще одна задача элективных курсов, и в том числе в рамках профильного обучения, и в том числе в рамках предпрофильной подготовки, это, конечно, развитие познавательных способностей. Но вот данная часть, данная миссия, скажем так, вынесена в новых условиях, в условиях государственного образовательного стандарта, отнесена, вернее, к формам, организуемым к организуемым формам внеурочной деятельности ребенка. Элективные курсы могут рассматриваться как форма внеурочной деятельности ребенка в случае, если действительно организуются формы, которые отличны от традиционно организуемых на уроках по данному предмету. На это обратите внимание. Мы при аттестации педагогов в портфолио учителей-предметников столкнулись с ситуацией, особенно те, кто реализует программы на старшем уровне, столкнулись с проблемой. Многие представляют в качестве курсов внеурочной деятельности программы спецкурсов, факультативов, элективных курсов в полном формате, да. И, например, учитель химии, физики, биологии представляет
представляет программу литейного курса, в рамках которого организуется исследовательская деятельность ребенка, а по сути дела содержание составляет выполнение тех же самых лабораторных практических работ, таких же, либо некоего другого формата, но виды деятельности ребенка организуются те, которые традиционно относятся именно к методике преподавания данного предмета. То есть о чем мы говорим? О том, что это формы урочной деятельности ребенка в данной предметной области. Они не относятся к формам внеурочной деятельности. Здесь нужно мастерство учителя описать эту работу. Мы не говорим, что надо по-другому организовывать. Возможно, нет. Потому что понятно, что содержание может отличаться от того, которое дается по программе предмета, то есть более широкого, более или углубленного, действительно на углубленном уровне. Вот. Но здесь вот не проблема сейчас профильного обучения, да, еще раз повторю, это именно организация внеурочной деятельности. Мы помним, что у нас там сидят часы, да? Вот. Есть объем часов определенный на это дело, на эти формы. Вот, и учителю, мастерство учителя описать те формы и виды деятельности, которые организует в рамках вот этих вот элективных курсов или спецкурсов, отличные от тех, которые он организует на уроке. Обязательно прописать это в пояснительной записке, если вы хотите данную форму выдать или включить в план курсов внеурочной деятельности. Если мы говорим про предпрофильную подготовку, мы понимаем, что это обязательно практикоориентированность этих курсов, их направленность на формирование тех умений, еще раз повторю, которые крайне необходимы в конкретной предметной области, но для осуществления профессионально важных задач. То есть если мы учим писать ребенка сочинение, пусть это будет статейный стиль, пусть это будет эссе, пусть это будет вид журналистской деятельности, писательской, творческой деятельности, то есть те виды умений, которые необходимы для осуществления не просто учебного труда ребенка, не просто для сдачи государственной итоговой аттестации, да, а для осуществления определенных профессионально важных качеств, видов деятельности. И уточнение вот эти позиции уточняются не только в организуемых видах деятельности или формах деятельности ребенка на этих занятиях в рамках этих курсов предпрофильной подготовки, но скорее, или в рамках профориентации, но скорее уточняется в содержании. Зачастую учителя, беря вот этот вот блок предметного содержания, вынося его на предпрофильную подготовку, забывают обозначить, что эти виды деятельности необходимы для осуществления конкретных видов профессиональной деятельности, востребованных на рынке труда Республики Коми, востребованных на рынке труда Российской Федерации, либо как перспективных видов профессий, видов профессиональной деятельности на будущее, когда дети закончат школу и действительно закончат вуз и будут искать себя на рынке труда, либо будучи студентами, либо получив образование, либо закончив образовательную организацию. Мы сейчас говорим не только, конечно, про детей, кто собирается поступать в высшее учебное заведение. У нас есть достаточно большой контингент, оканчивающий 9 класс, который не собирается идти в 10 класс, но мы помним требования закона об образовании, обязательно получение среднего общего образования. Каждый ребенок с вас требует контроля, выполнения муниципального органа управления образованием держит на контроле этих детей. Они должны по окончании школы 9 класса быть куда-то устроены для получения обязательного среднего общего образования. Это требование закона. Либо это вечерняя сменная школа, если ребенок учится, либо это учебный консультационный пункт при школе, либо это средняя профессиональная образовательная организация. Ребенок в любом случае должен получить это образование, среднее общее образование. Вот. Это требование законодательства, современного законодательства. Поэтому мы и говорим о том, что вот эта вот предпрофильная подготовка, которая организуется в 8-9 классах, она имеет некий такой вот формат для школы проблемный. Почему? Если я не реализую профильное обучение, но у меня есть дети, которые пойдут в 10 класс, и есть дети, которые не пойдут в 10 класс. Следовательно, вот эта предпрофильная, она может носить, так называемый, условно назовем ее предпрофессиональный характер. То есть ребенок, если предпрофильный и в профиль в 10 класс, это один момент. И если он не идет в 10 класс, потому что он идет в профессиональную образовательную организацию, в среднюю, да, либо в профессиональную сферу работать, и потом в вечернюю сменную школу идет, поступает, да, получает там среднее образование, уже будучи работником, сотрудником какой-то сферы,
Вот. Либо в семейном фермерстве, либо в качестве какой-то вспомогательной рабочей, скажем так, силы. Вот он должен получить и попробовать себя вот в тех видах деятельности, и вы его должны сориентировать в эти виды деятельности для того, чтобы он был подготовлен, скажем так, не просто вот был ребенком до 9 класса, получил аттестат, и дальше он уже взрослый. Нет, вот эти вот некие такие моменты относительно каждого ребенка нужно проигрывать в школе. Другой возможности у него просто нет. Вот, пожалуй, исчерпана в этой части наша программа нашего вебинара, нашей встречи. Очень хотелось все-таки мне вот при встрече такого формата не лекционно вести, скажем так, да, некую разъяснительную консультационную работу с вами. Очень надеюсь на то, что и очень хочется услышать ваши вопросы, которые остались у нас за пределами. Не вижу пока вопросов, понимаю, что вы меня слушаете, может быть, что-то осмысливаете, обсуждаете, но сразу хочу предупредить, что следующие наши встречи с пилотными площадками состоятся обязательно в сентябре, в начале буквально сентября месяца, и они будут происходить уже с использованием видеоконференции, то есть не только вы меня будете видеть и слышать, мы очень хотим наладить эту видеоконференц-связь с вами обратную, либо с использованием скайп-технологии, либо видеоконференц-связи. Вот наши программисты, мальчики, говорят, что первое у нас не очень, то есть видеоконференц-связь не очень хорошо налажена у нас, это связано с Центром информационных технологий республиканским, эти вот проблемы, да, хотя вот вы видите, что у нас сейчас получше скорость интернета, по крайней мере у нас в институте отправляемая, поэтому мы можем проводить, достаточно много проводим сейчас вебинаров. В прошлом году эта ситуация у нас была проблемной. Вот. Но сколько связано еще и эта проблема организации видеоконференц-связи, мы предполагаем, что она, возможно, будет связана с проблемами у вас. Не каждая пилотная школа имеет, не каждая школа вообще имеет возможность видеоконференц-связи осуществлять, потому что чаще всего в муниципальных образованиях она у вас организована либо в управлении образования, либо в администрации муниципального образования. Поэтому вот как бы задействуя чисто организационно, мы понимаем, что будут определенные сложности. Поэтому, возможно, мы с сентября месяца будем запускать, скажем так, вот эти вот мини-семинары с использованием скайп-технологий, чтобы мы могли общаться с вами, но у этой программы есть определенная проблема, ограниченный ресурс общения одновременного. Поэтому вас будем собирать либо кустами, либо тематически блоками. Да? Почему вот еще? Ну, возможно, у нас часть школ отсеется, поэтому у нас будет не так много, или по проблемам. Вот это вот общение, определенные анкеты или в другой какой-то форме на нашем сайте. Сейчас разрабатываются инструменты для быстрого общения с вами. Будем включаться. Ну и очень надеюсь, что действительно общение будет двусторонним. Вот к этому вела. Итак, коллеги, какие остаются вопросы? Мы ждем учебные планы. Сразу хочу предупредить, потому что знаю, что Воркута еще на связи. Да, ждем от 39-й 40-й школы, как пилотных площадок, утвержденных пилотных площадок ведения старшей школы, учебных планов. Не на согласование, не на утверждение ни в коем случае, но к сведению, чтобы мы были в курсе о том, что у вас происходит, как вы будете реализовывать государственный образовательный стандарт. Вот желательно, если они у вас разработаны, в течение этой следующей недели нам их на почту направить. На почту для связи держим, сейчас вы видите, мы переводим на новую нашу почту, ciros@kriro.ru, старая почта coep@kriro.ipk.com, она у нас зафиксирована только на этот год. Я боюсь, что нам ее отключат, поэтому через эту почту связь мы с вами уже не держим. И те письма, которые к нам туда приходят, они автоматически пока направляются на нашу новую почту. Но если этот ресурс у нас отключат, то есть эта почта у нас не будет работать, да? Этот ресурс.
мы оставили время специально для вопросов. Коллеги, если вопросов нету, либо они у вас появятся вот после, может быть, вторичного просмотра этой записи, запись у нас остается на сайте, либо каким-то другим образом, значит, мы будем отвечать на вопросы адресно, да? Правильно ли я вас поняла? Угу. Угу. В 4-й школе Усинска спасибо за участие. До связи. С вами прощаемся. С кем еще мы прощаемся? Гимназия иностранных языков. Усть-Куломская школа. В Троицко-Печорском встретимся буквально на следующей неделе. Переговорим внутри школы. Я думаю, мы на все вопросы сможем ответить. С Усть-Куломской школой... С Усть-Куломской школой мы встретимся тоже где-то в середине июня. Мы будем у вас работать со школами, включенными в проект мероприятия 2.2, школ с низкими результатами обучения или работающих в условиях, в сложных социальных условиях. Сосногорск, 2-я школа, да, была на связи, правильно ли мы поняли? Просто город обозначен, или было управление образования, уточнимся. Угу. Все. Коллеги, спасибо. Завершаем наш разговор и ждем тогда от вас или вопросов, или комментариев, или пожеланий на выстраивание дальнейшей работы с вами, как с пилотными площадками введения в гососновного общего образования. Спасибо.